прямом эфире на канале ТНВ. Новости в субботу. В студии Милевша Кашапова. И вот чем завершается неделя. Праздники в огне. Тела нашли уже при разборе пожарной конструкции и зачинении уже входных групп. Почему в республике происходит возгорание, выяснял Дмитрий Аринин. Коррективы в корпоративы. Мы их можем провести, но опять же меньшим количеством гостей. Как малый и средний бизнес проводит новогодние каникулы в условиях пандемии, расскажет Рамиль Галиуллин. Вот так отдохнули. Утром я просто встану и отнесу себя на работу. Как вернуться к работе после праздников, расскажет Наталья Мезина. Айда Татарстан. Люди любят хорошо отдохнуть, попеть песни. Да. В новостях Татарстана стартует рубрика об уникальных селах и селянах республики. Рамиль Шайдуллин с подробностями. На ледянках, ватрушках и даже снегоходах. Как жители деревни Юлсубина отмечают зимний Сабантуй, увидела Юлия Гоголева. Начало этого года в Татарстане прошло под знаком огня. Только за первые новогодние дни в республике более 100 пожаров. Погибли 12 человек. Накануне трагедия случилась в Верхнем Услоне. Из горящего деревянного дома не смогли выбраться 2 человека. С печальной хроникой Нового года. Дмитрий Аринин. Сегодня в Верхнем Услоне разбирают остатки сгоревшей конструкции. Сообщение о пожаре в местном МЧС получили около 9 вечера. Благо, пожарная часть находится на той же улице. Огонь локализовали примерно за 10 минут, но к этому времени полностью сгорела крыша и одна из 2 квартир. Из нее не смогли выбраться мужчина и женщина. Тела нашли уже при разборе пожарной конструкции. Предварительная причина – семья была неблагополучной, то есть погибшие они злоупотребляли спиртными напитками, электрифицирован был дом, но отопление было, они не газифицированы, отопление было печное. Предварительная причина пожара – нарушение эксплуатации отопительной печи. Из квартиры, где произошел пожар, спаслась только 75-летняя женщина. Из огня ее вывела дочь, а потом пошла спасать брата и погибла вместе с ним. Жильцы соседней квартиры эвакуировались еще до приезда пожарных. Сейчас погорельцев взяли к себе родственники, жилье было застраховано. Мои родители здесь живут. Планируете получить страховку, и тут можно дальше в этом доме жить или нет? Нет, конечно. Непригоден, да, он без жилья. То есть будете новый покупать? За минувшие сутки в Татарстане произошло 5 пожаров, а с начала года уже 100, в которых 12 человек погибли и 5 пострадали. Так в селе Нурлат из Зеленодольского района в деревянном доме сгорел 62-летний мужчина. По предварительной версии, из непотушенной сигареты загорелся диван. Немножко любил вроде выпивать, когда пенсии получал. Предварительная причина возгорания является неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. В Высокогорском районе жизнь пенсионера спас сигнал пожарного извещателя. Пожилой мужчина проснулся, когда дом уже был охвачен огнем. На сигнал прибежала соседка и вывела дедушку на улицу. Как отмечают в МЧС, за праздники большинство пожаров произошли в жилом секторе. Чаще всего причина – неосторожное обращение с огнем. Пожар не возникает сам по себе. Его причина – людская халатность и беспечность в обращении с огнем. В состоянии алкогольного опьянения человек теряет контроль над собой и своими действиями, и тем более не может нести никакой ответственности за жизнь другого человека. Спасатели призывают соблюдать элементарные меры безопасности, не злоупотреблять спиртным, не курить в постели и вообще в квартире, не оставлять детей без присмотра, не пользоваться неисправными электроприборами, не перегружать электросети и не топить печь, если вы собираетесь уйти из дома. Как уже видно, где беспечность, там зачастую и печальные последствия. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ. Еще одна статистика, на этот раз по коронавирусу. В Татарстане сегодня зафиксированы еще 2 случая смерти от ковид. Скончались 87-летний мужчина и 73-летняя женщина. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 94 новых случая COVID-19. Из них 2 завозные, 92 контактные. 36 человек госпитализированы. Больше всего заболевших традиционно в Казани. Здесь 60 инфицированных. Всего за весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано более 14 тысяч случаев коронавируса. В России сегодня 23 309 человек с ковид. В Москве впервые за долгое время менее 5 тысяч заболевших, 4 900. В Санкт-Петербурге чуть более 3 тысяч случаев ковид. 443 заразившихся в Нижегородской области. У соседей в Чувашии 90 больных коронавирусом, в Мариэл 50, в Башкирии 164.
Из-за пандемии рестораны и кафе республики на этих каникулах не досчитались порядка 40% от привычной новогодней выручки. Такие итоги подводят сами бизнесмены. Послабления в режиме работы помогли не потерять прибыль совсем, но на прежние позиции не вышли. Как работал и заработал ли малый и средний бизнес в новогодние праздники, узнал Рамиль Галиуллин. Больше заказывают шурпу, азу по-татарски. К напряженному графику в начале января в этом казанском ресторане привыкли. Как говорят, желающих отметить новогодние праздники вне дома много, даже несмотря на пандемию. И сегодня здесь полная посадка с учетом новых требований Роспотребнадзора. Сейчас это 70% от наполняемости зала. Вот мы в 11 открываемся, уже до 11 сажать начинаем. И до конца, до закрытия, до 11:30 люди есть. Средний чек 1500 рублей. Столики на новогоднюю ночь и каникулы бронировали уже за несколько месяцев вперед. Рестораны, как и вся индустрия развлечений в целом, традиционно воспринимали январь как самый прибыльный месяц в году. Но в эти праздники денег существенно не досчитались. Процентов на 40, наверное, снизилась выручка. И в новогоднюю ночь, и в общем. Все из-за уменьшения тех самых посадочных мест и сокращения режима работы заведений, говорят бизнесмены. Сегодня в республике работает 3700 точек общепита. 90% из них принимали гостей в Новый год. Как признаются рестораторы, могли потерять и больше. Остаться многим на плаву помогла помощь правительства. Напомним, ежедневный режим работы общепита продлили с 23 часов до полуночи, в новогоднюю ночь до 3 утра. За это большое спасибо, что все-таки пошли навстречу, а мы стараемся сохранить то доверие, которое нам было оказано. Добрый день, вы меня звали? А в этом ресторане узбекской кухни решили отказаться от новогодних посиделок. 31-го работали лишь до полуночи, объясняя это особенностью заведения. Не продлевали ресторан работы до 3, так как у нас идут лаунж-посадки, то есть мы не приводим ведущих, тем самым громкая музыка у нас тоже не приветствуется. Отель IQ, добрый день. Что касается гостиниц, то там не больше 85% броней. Некоторые отменялись даже в день заездов. Представители сферы гостеприимства отмечают, практически не осталось туристических групп, лишь индивидуальные заезды. Привлекать гостей пришлось спецпредложениями. Естественно, если мы по спецпредложению могли продать этот номер, мы его продавали. В основном пошел наплыв после закрытия Петербурга. В целом же, как говорят предприниматели, заработанное покроет коммунальные платежи и поможет выплатить зарплату. В условиях пандемии это уже большой плюс. Как дальше будет выживать малый и средний бизнес, теперь зависит только от эпидобстановки. Рамиль Галиуллин, Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. 250 пригласительных билетов для врачей, специальная песня «Люди в белых халатах». Так легендарный хор турецкого решил сказать спасибо всем медработникам, кто сейчас на передовой борьбы с ковид. Хор организовал небольшой тур по России. Артисты привезли новогоднее шоу в 4 региона. Казань стала завершающим городом, и сегодня в столице сразу 2 концерта. Как говорят сами музыканты, главная цель – это подарить людям праздник, позитивное настроение, радость и веру в светлый и добрый 2021 год. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсамбатов отнимали у смерти слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Мы соскучились и по концертам, и по спектаклям, и по различным выставкам, возможно. Ограничения, когда это все в постоянном режиме, конечно, это так не ценишь, наверное. И действительно, мы с большой радостью сегодня хотим на этот концерт. Надеемся получить огромное от него удовольствие. Очень приятно. За время пандемии не было концертов. Прийти на концерт, тем более хору турецкого, это очень приятно вдвойне. И тем более такую песню в знак поддержки, в знак благодарности услышать очень приятно. Приятно слышать слова благодарности от пациентов. И всегда радостно от того, что ты можешь помочь кому-то. В интервью нашему каналу Михаил Турецкий рассказал, как пришла идея такого благотворительного турне. Михаил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Борисович, мы рады приветствовать вас в нашем городе. Хотелось бы узнать, откуда появилась идея проведения благотворительного концерта. Мы знаем, что 250 билетов сегодня – это подарок врачам, медперсоналу, словом, тем, кто в новогодние праздники, в Рождество продолжал борьбу с коронавирусом и работал в красной зоне. Мы понимаем, что сегодня есть вот они, триумфаторы нашего времени, герои,
Это люди, от которых сегодня зависит вообще наша жизнь и зависит наша уверенность в завтрашнем дне. Это медицинские работники. Раньше они, конечно, всегда были. Врачи правят миром, мы это понимаем. Но в этом году они по-особому как-то себя проявили. Потому что стало понятно, что они, не щадя живота своего, заражаются той же болезнью, идут в красную зону, отдают себя. Это самопожертвование, клятва Гиппократа. И мы хотим что-то хорошее сделать для них. Каким останется пандемийный год в вашей памяти, в памяти хора турецкого? Вы говорите о триумфаторах. Может быть, у вас появились личные триумфаторы, да? Может быть, есть личное какое-то спасибо? Мы тоже все уже переболели, и у нас у всех антитела, у всех. И мы все прошли через легкую форму этой болезни. Для нас это год, когда мы стали еще сильнее. Вот я уверен. Мы сплотились как команда. У нас был карантин. Мы по скайпу репетировали. Сегодня умеем дать уникальный, заряженный внутри онлайн-концерт. Это карантин. Он не навсегда. Воронеж, Ижевск, Киров, сегодня Казань, 4 региона, небольшое турне. Вот хотелось бы узнать, вы сейчас берете какую-то передышку и продолжаете дальше, или вы уже начинаете готовиться к чему-то новому? 30-летие хора турецкого, юбилей никто не отменял. Этот юбилей отложенный. Он 90-го года, он 2020 года. Но год у нас такой особый, поэтому мы свой юбилей переносим, стараемся его перевести в 21-22 год. И в ближайшее время все равно искусство будет очень необходимо. Оно и сегодня нужно, но в ближайшее время оно будет как духовно подъемным. Поэтому мы к этому готовимся. Вот такие у нас планы. Репетиционный процесс. Пандемия затронула многие отрасли, шоу-бизнес не остался в стране. Хотелось бы узнать ваше мнение, как он будет восстанавливаться. Я бы во многом посмотрел на то, как себя все это время вел Татарстан. Вот как-то везучий вот Татарстан, наверное, по своей организации. Но у вас как-то здесь вот и безопасно, и спокойней, и народ как-то уверенно очень смотрит в будущее. Я бы учился у тому, как здесь организована жизнь, социальный сектор, быт и так далее. И, наверное, здесь очень такой очаг стабильности и уверенности в завтрашнем дне и в пандемию. Надо перенимать полезный опыт всем остальным. Я вас благодарю за беседу. Спасибо. До свидания. Новогодние праздники позади, а значит, пришло время возвращаться в рабочий ритм. Килограмм оливье, веселье без устали, бесконечный просмотр фильмов и сбой здорового сна. Как после затяжного отдыха вписаться в трудовые будни? Правила постпраздничной акклиматизации собрала Наталья Мезина. Чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Закружились в новогоднем марафоне и вспомнили, что в понедельник уже на работу? Не волнуйтесь, в запасе есть целый день, чтобы настроиться на рабочий лад. Первым делом заметаем дома все следы праздников и принимаемся за генеральную уборку. Новогодние украшения и гирлянды свое отслужили. Теперь их место в шкафу. Рабочая обстановка готова. Проверяем холодильник. Вкусно. Остатки прошлогодних салатов, торты и сладости – все выбрасываем. Диетологи говорят, клетчатка, овощи и фрукты – вот ваши лучшие помощники на первое время. И никаких жестких диет. Перейти на 4-5-разовый прием пищи. Объем пищи желательно был такой, чтобы он помещался в ладошки. Побольше зелени употребляйте. Заправка, конечно, должна быть уже не из майонеза, не из кетчупа, а это оливковое, льняное масло или лимонный сок. Найти свою подтянутую форму под килограммами оливье поможет физическая активность. Не ленитесь потратить 10 минут на утреннюю зарядку, ну или хотя бы заменить лифт на лестницу. Полчаса элементарной прогулки на свежем воздухе, а лучше даже занятия активным спортом. Это то, что вас точно поможет вернуть в форму. Поехали! В первый рабочий день не пытайтесь сделать невозможное. Совет психологов – любую задачу разделите на несколько маленьких, но многое зависит и от самих начальников. Идеальный вариант – сделать день лайт, когда мы можем провести совещание в более облегченном каком-то режиме, может быть, там с чашкой кофе. И, может быть, начать с того, что там кто-то поделится какими-то впечатлениями. А готовы ли казанцы к работе? И есть ли у них свои рецепты, как подготовиться к будням? Тяжело. Сегодня вот первый раз проснулись рано утром, поэтому тихонько организм готовим. Это тяжеловато проходит, конечно. Но вот сейчас последние дня 2 сбросим, немножко побегаем, и все в норму придет. Побольше гулять. Только прогулка. Да, прогулка, свежий воздух и дети.
цветы жизни. Буду спать, а утром я просто встану и отнесу себя на работу. И главное, ложитесь спать пораньше. 7-8 часов здорового сна вполне достаточно, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим в течение всего дня. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов поздравил Ак-Барс с рекордной серией побед. 10 побед подряд. Умышлар, написал президент в Твиттере. Напомним, накануне татарстанская команда обыграла Челябинский трактор. Для Ак-Барса эта серия является рекордной по победам за время выступления в регулярных чемпионатах КХЛ. Также команда повторила лучший результат по серии с учетом игр плей-офф. Сейчас Ак-Барс продолжает занимать первое место в общей таблице КХЛ. Зимняя уха на костре, прыжки через лапти, катание на телеге, ледянках и снегоходах. С таким размахом жители Рыбно-Слободского района сегодня отметили зимний сабантуй или снежные покатушки, как называется этот праздник. 7 лет назад его придумал и организовал имам местной мечети, чтобы сплотить людей и собрать на общую молитву. Идею поддержали благотворители, и сегодня в Юлсубино приезжают жители нескольких соседних деревень. Как проходят зимние забавы на селе, увидела Юлия Гоголева. Давай, прицепляемся. Все. Этого момента селяне ждут, пожалуй, даже больше, чем Новый год. День Большой горы, новогодний сабантуй или просто зимние покатушки. Как ни назови, веселья меньше не станет. Катаются с этой прекрасной горки и маленькие, и большие, и взрослые, и дети, мамы, и папы на ледянках, на ватрушках и даже на снегоходах. Это все родственники наши. Все правнуки, эти троюродные, четырюродные, пятиюродные, все вот в одной деревне собираемся. Так что все приезжайте, здесь классно, отдыхаем, бураны есть, и дети, и все. 5 раз катился, и еще буду кататься. Нам очень нравится этот праздник, даже чем Новый год. Место для праздника выбрано не случайно. Рядом со снежным склоном деревенское кладбище. Помолиться за своих предков в едином порыве и всем селом – скорее главная цель праздника. Такое бывает только здесь и только раз в году. Мы когда были маленькие, хоть чуть-чуть, мы там молились за этих умерших. Вот. И как имам, я стал имамом, хотел как-нибудь детей, родственников, односельчан собрать около кладбища, какой-то праздник и молитву читать. Молились юлсубинцы сегодня не только за тех, кого уже нет в живых. Просили помощи и здоровья для тех, кто в здравии. Из-за коронавируса в гости друг к другу, увы, теперь почти не ходят. Так хотя бы на снежном Майдане увидеть родные лица. За 7 лет, что существует праздник, приезжать сюда стали и жители соседних деревень. Сельские забавы словами не описать. Лучше один раз их увидеть. А местную уху и чай на березовой щепе еще и обязательно попробовать. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Рыбно-Слободский район. В Знаково встречали Сани Фест. Уже традиционно участники должны были проявить творческие способности и смастерить самые креативные сани, а потом на них же как можно дальше скатиться с ледяной горы. Всего в мероприятии приняли участие 54 команды: сани дружбы, сани самовар, самолет, снегоход и даже танк. Фантазии не было предела. Давайте посмотрим, как это было. А бы не было зимы, в этом нет секрета. От жары устали мы, надоело бы лето. Не пришла бы к нам метель на денек хотя бы, и снегирь не сел на ель, кабы, и снегирь не сел на ель, кабы. Метель, гололед и снежные заносы. Гидрометцентр вновь напоминает: Татарстан во власти непогоды. Сегодня вечером и завтра в республике осадки, гололедица и заносы на дорогах. ГИБДД рекомендует воздержаться от дальних поездок, а МЧС напоминает, что в случае любой беды можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб 101 и 112. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно, как с городских, так и мобильных телефонов. Айда Татарстан. Сегодня в наших новостях мы начинаем новую рубрику под таким названием. Проект о многонациональных деревнях нашей республики и о самобытных жителях. Тех, чье единство – пример для всех. О таких говорят, на них держится мир. Его мы посвящаем году родных языков и народного единства. Русские, татарские, чувашские, марийские, мордовские. На карте Татарстана много уникальных поселков, сел и деревень. В одну из них мы отправились прямо перед Новым годом из-за ее новогоднего названия.
Мы в деревне Черша Высокогорского района, деревня с более чем 300-летней историей. В гостях у ее коренной жительницы Эльвиры Шайхулловны Ахмадуллиной. Здравствуйте. Здравствуйте, Рамиль. Эльвира Ахмадуллина – уроженка села. Еще девочкой училась готовить вместе со своими бабушками и прабабушками, и от них на всю жизнь запомнила рецепт самого вкусного блюда этой деревни – шпышмаков. Традиционно шпышмаки готовятся из мяса говядины. Но если в начинку добавить мясо гуся, либо мясо утки, конечно, шпышмак получится очень вкусный. Гусей, уток, коров в Чершах держали веками. Когда-то у каждого было свое хозяйство. Население, в основном татары, занимались земледелием, скотоводством. Об этом говорят очерки истории Высокогорского района. По ним история деревни корнями уходит еще во времена Казанского ханства. Скорее всего, шпышмаки здесь ели не всегда, потому что поначалу здесь не было ни намека, ни на печь, ни вообще на какое-нибудь жилье. Одно лишь голое поле. Итак, больше 300 лет, а по некоторым данным больше 400 лет назад сюда приходят первые люди. Наши деды, старожилы, очень красивом месте обосновались здесь. Огромные холмы, есть равнины и сразу 3 крупных водоема. Впоследствии все это и стало центром деревни. Рядом выросли дома, с годами появились школа, дом культуры и библиотека. Сформировалась классическая татарская деревня. Самое главное – это тесто. Неизвестно, много ли у первых поселенцев было провизии, но зерно было, потому что земледелием здесь занимались с основания. Когда я начинаю иметь дело с тестом, с мукой, я всегда вспоминаю свое детство. Дело в том, что мой дедушка Гарай Бабай работал на мельнице. Насколько мы знаем, эта мельница была одна на многие деревни вокруг. Да. Вот здесь, на этом самом месте, и находилась уже легендарная мельница этой деревни. Легендарная хотя бы потому, что она была последней ветряной мельницей, сохранившейся на территории республики. Прослужила больше века. Была построена в 1900-м, разрушена в нулевых. Те самые первые поселенцы, которые основали деревню, выбрали для себя, мягко скажем, необычное место. Да, тогда здесь тоже были и заливные луга, и свежий воздух, и чистая вода. Чтобы пасти скот или разводить хозяйство, лучше не придумаешь. Но чего здесь тогда было просто не встретить, а они встретили, это ели. Вот сейчас на этом месте небольшого хвойного леса тогда росла одна единственная ель. По-татарски – Черша. Вот отсюда и пошло это название деревни Черша. Шли годы, деревня становилась только больше. Сегодня здесь 118 дворов. Кроме этого, на лето приезжают дачники. Да какие? Одни знаменитости. В 2000 году приехал у нас Рабит Батулла. Здесь. До этого уже здесь уже жил известный наш певец Ринат Ибрагимов, Масхуда Шамсудинова. Теперь главное не пережарить. Ну да, потратив столько продуктов и столько сил. Ну, понятно, да, почему вашу деревню так любят шпышмаки. Но, Эльвира Шайхулловна, мы хотели узнать, все-таки это блюдо, оно праздничное или каждодневное? Сейчас, конечно, мы печем с такой частотой, что не реже, чем 1 раз в неделю. Конечно, раньше это было только праздничное блюдо. Историю этой деревни нельзя представить без веры. И мечеть, в которую ходит почти вся мужская половина чершов, лишнее тому подтверждение. Я думаю, это ислам тоже помогает. Этот тюремщики, это безработники нет. Наши шпышмаки готовы. Мы их сейчас накладываем в одну большую посуду. В одну посуду, не в разные? Да, у нас шпышмаки только выносятся, подаются в одной большой посуде. То есть на праздниках это, еда номер 1? Все с удовольствием едят. Какие праздники без баяна? Вот и местный баянист Надыр Шигапов уверен, что никаких. В каждом доме этой деревни он душа компании. Люди любят хорошо отдохнуть, попеть песни. Да, любят. Я многих и день рождения, на юбилеях много было уже. На свадьбах очень много.
Причем везде ждал накрытый стол и искренние улыбки. В Чершах всегда рады гостям. Такие сами чершинцы, такими были и их предки. Может, поэтому деревня становилась только больше. Пообщавшись с такими интересными людьми, мы думаем, что эта деревня, она как одна большая семья, в которой есть свои родители, те самые первопоселенцы, которые когда-то дали ей жизнь, свои дети, такие как Эльвира Шайхуловна и ее односельчане, которые берегут и сохраняют многовековые традиции. И, конечно, свое семейное блюдо, которое хранило, хранит и будет хранить тепло семейного очага. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Здравствуйте. Спонсор показа ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. Что значит жить лучше? Превращать мечту в цель. Находить вдохновение для достижения этой цели. И знать, что каждая сегодняшняя мечта действительно может исполниться завтра. Акбарсбанк поможет рефинансировать невыгодную ипотеку, а также получить кредиты на ремонт по ипотечной ставке. Акбарсбанк. Живите лучше. Погодные процессы взяли старт на похолодание. В воскресный день ожидается усиление снегопада и постепенное понижение температуры. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево днем -4, к ночи станет заметно холоднее. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ветер и снег усилятся. Пасмурная погода сохраняется. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше дневная температура -8. Синоптики обещают снег. Январь в этом году щедро запорошил землю плотным слоем снега. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси, в воскресенье синоптики обещают метели и постепенное понижение температуры к вечеру. Для юго-запада 10 января будет пасмурным, днем -3. В центральных районах также пока слабый мороз, снег, местами метель. В понедельник подморозит, одевайтесь теплее, берегите себя. В Казани пасмурно, снег, днем местами сильный. Ночью и днем около 5 градусов ниже нуля. Ветер восточный, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных и теплых выходных в кругу близких. До свидания.